Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Тагир Валиди. И сегодня мы покажем, как сгорели гаражи на улице Авангардная. Расскажем о краже денег с банковской карты и раскрытии разбойного нападения в центре Казани. Умышленно нанес множество ударов руками и ногами по телу и в область головы. А также забота о друге. Я его ждал, кушать приготовил, все приготовил. Помощь на улице. Мужчина проводил его здесь, он сел и все. И дорожные происшествия. А почему дорогу не уступили? Не захотел. Это и не только прямо сейчас. 2 гаража уничтожил огонь на улице Авангардная. Пожар вспыхнул поздней ночью. Заметили его жильцы соседней многоэтажки. Густой черный дым поднимался очень высоко. Очаг возгорания находился в одном боксе, но вскоре огонь перекинулся и на второй. Пожарные не знали, что находится внутри гаражей. К тому же в непосредственной близости от полыхающих боксов проходит газовая труба. Пожар буквально в 10 метрах от дома первым заметил житель соседней многоэтажки. Густой дым от горящего гаража поднимался высоко наверх. Мужчина тут же вызвал пожарных и побежал к очагу возгорания, узнать, не нужна ли кому помощь. Первый с окна увидел, прибежал сюда, пока пожарник смотрел. Дверь открыта, но уже очаг возгорания был большой. Я думал, люди там стоят, хотел вытащить. Я подбежал к двери, думал, может там люди есть. Но я туда не смог зайти. Собака была какая-то, собаку не успели вытащить. Вскоре пламя перекинулось и на второй гараж, стоящий по соседству. Очевидцы говорят, что полыхают они уже около часа. Металлические стены боксов раскалились до красна. Местные жители боялись, как бы пламя не повредило газовую трубу, которая проходит в непосредственной близости от эпицентра возгорания. Знакомые владельцы гаражей рассказывают, машину мужчина там не ставил. Использовал боксы как склад для вещей, которые нужны не каждый день. Пустой просто. Вот машины стоят здесь, на улице стоят. Там колеса у него, колеса. Возгорание пожарные локализовали, а вскоре огонь потушили полностью. Все, что было внутри, сгорело дотла. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить дознавателям. Пожарные Татарстана, я могу сказать, сработали на 5. Спасибо пожарным Татарстану. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». 1 человек пострадал в результате аварии на перекрестке улиц Центрально-Мариупольская и Айдарова. Там столкнулись 2 «Лады Гранта». Одна из них ехала по главной дороге. Водитель второй не предоставил ей преимущества. В результате столкновения предполагаемый виновник пробил головой лобовое стекло. Оттуда летел, он по главной дороге ехал. Ага. А тот в него влетел. После сильного удара серая «Лада Гранта» отлетела на несколько метров. Пострадал ее водитель, предположительный виновник аварии. Мужчина получил травму головы. Ею он разбил лобовое стекло, но от госпитализации отказался. А почему дорогу не уступили? Не захотел. Ну что, как глупый вопрос задать? Не увидел, что вы? Двигаясь по улице Айдарова, водитель серой легковушки должен был убедиться, что проезд свободен, но поехал прямо, не уступив дорогу белой «Ладе Гранта». Получается, а он выворачивал? Он не выворачивал, прямо ехал. От удара просто его откинул. Меня снесло на трамвайной линии куда от удара. В результате аварии легковушка 1,5 часа простояла на трамвайных путях. После оформления всех документов машину вернули на дорогу с помощью грузовика и троса. Разбираться во всех деталях аварии еще предстоит автоинспекторам. Виновником происшествия, вероятно, будет признан водитель серой легковушки. Рамиль Галиуллин, Тагир Валиди, Константин Бушуев. «Вызов 112». Более 2000 рублей украли с утерянной банковской карты жительницы Бугульминского района. 42-летняя женщина обратила внимание, что на ее сотовый телефон начали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств с банковской карты. Заглянув в кошелек, она поняла, что потеряла ее. Полицейские быстро установили магазины, где проходила оплата по утерянной карте, а затем изъяли записи с камер видеонаблюдения. По приметам была задержана семейная пара. Как оказалось, мужчина нашел банковскую карту и передал ее своей супруге, а та совершала покупки. Когда карту заблокировали, женщина ее попросту выкинула. В отношении подозреваемой избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде на надлежащем поведении. По данному факту следователям отдела МВД России по Бугульминскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража денег с банковского счета». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
центре Казани сильно избили и ограбили 22-летнего жителя Томской области. Его, лежащего на земле без сознания, обнаружили возле одного из домов на улице Правобулачная. Молодого человека госпитализировали, а полицейские стали осматривать съемки с камер видеонаблюдения. На записях видно, кто и как избил пострадавшего и куда ушел нападавший. Его избили, да так, что встать молодой человек больше не смог. Его без сознания, лежащего на земле у одного из домов на улице Правобулачная, обнаружили прохожие и позвонили в скорую и полицию. Осмотрев пострадавшего, врачи приняли решение о его немедленной госпитализации. А стражи порядка стали отсматривать записи с камер наблюдения и выяснили, что произошло. Так, примерно в час ночи к потерпевшему подошел незнакомец и, применив в отношении него насилие, опасного для жизни и здоровья, умышленно нанес множество ударов руками и ногами по телу и в область головы. От полученных ударов последний потерял сознание, после чего злоумышленник снял с потерпевшего куртку, забрал беспроводные наушники, браслет и 2 банковские карты и скрылся. Общая стоимость похищенного была оценена более 25 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Казани. На следующий день его задержали. Вину он признал, деваться ему было некуда. Похищенные у пострадавшего вещи обнаружили у подозреваемого дома. По данному факту в отделе полиции Епеева было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под стражей. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Скорую помощь вызвали продавцы магазина напитков на улице Мусина для мужчины, которого завели в торговый зал прохожие. Человека поздним вечером они увидели на дороге. Оставлять на холоде не стали, а завели в магазин. Дошел мужчина сам, хотя и с помощью. Но в магазине сразу сел на пол, а вскоре мужчину сразил приступ. Мужчина проводил его здесь, он сел и все. Он сказал, что он встретил его подъезд. Врачи скорой помощи после осмотра приняли решение о госпитализации мужчины с подозрением на приступ эпилепсии. Сообщение о ножевом ранении в одном из домов на улице Белинского поступило вечером в скорую помощь и полицию. Прибывшие на место оперативной службы быстро выяснили, никакого ранения ни у кого нет. В квартире были 2 мужчин, оба нетрезвые, и один из них был довольно сильно избит. Ничего не сказал. Кто его избил, мужчина наотрез отказался рассказывать. Его товарищ, с которым он и находился в квартире, был более разговорчив. Рассказал, что комната в коммунальной квартире принадлежит его другу. Он туда периодически приходит наводить порядок. Товарищ, признается, любит выпить и часто водит домой собутыльников. Я слежу, чтобы он имеется как... Ну, никто не приходил в эту квартиру. Потому что в эту комнату приходят бомжи, приходят, братва, ну, эти друзья приходят. И все, айда выпьем, айда это. Я никого не пускаю. Поэтому мне говорят, Идрис, не уходи. Потому что если ты уйдешь, здесь такой гадюшник будет, здесь бардак будет. И все к нему приходят, да? И все к нему приходят. Раньше приходили, сейчас уже отвадил всех. Этим вечером, говорит, также пришел к товарищу, но хозяин комнаты вскоре ушел, сказав, что ненадолго. А пришел он, рассказывает, сильно пьяный. Я его ждал, кушать приготовил, все приготовил. Пожалуйста, думаю, Ленара жду, телевизор включил. Ну, думаю, сейчас Ленар придет. Сядем. Ну, взял это маленечко. Ну, поправиться. Ну, думаю, сейчас сижу, не выпил, ничего. А этот пришел. Готовый. Мужчина рассказывает, что давно боится за своего товарища. Его собутыльникам не доверяет и пытается убедить друга. Если и пить, то только с ним и в безопасности. Ты, я говорю, не пей на улице, приди домой. Вот же выпить есть. Пей сколько хочешь. Нет, он где-то напивается. Убьют же тебя. Вот так ребята молодые. Знаешь, какие ребята? Иди сюда. Ты что, не понял, что ли? Иди сюда. Они, знаешь, какие ребята шустрые? Молодые, им же весело. К избиению своего друга, говорит, не причастен. Уверяет, что тот пришел домой уже сильно избитый. Кто вызвал скорую помощь, также не знает. Госпитализация пострадавшему не понадобилась. Для выяснения всех обстоятельств обоих товарищей забрали в отдел полиции. Лина Знатульна, Константин Бушуев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Тагир Валиди. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.